Банк России предлагает широкий спектр образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в том числе онлайн-уроки для школьников, курсы для взрослых, а также образовательные модули для профессионалов финансовой сферы. Для населения Центробанк предлагает разные форматы, от онлайн-уроков до курсов по темам личных финансов, финансовых продуктов, страхования и безопасности онлайн-платежей. Например, курс по финансовой грамотности для взрослых включает 9 модулей по личным финансам, сбережениям, кредитам, платежам и переводам, пенсиям, налогам, защите от мошенничества и защите прав потребителей финансовых услуг. Простым языком разбираются бытовые ситуации и финансовые вопросы. Прохождение курсов помогает гражданам научиться грамотно управлять личными финансами, понимать принципы финансовых продуктов и услуг, а также защищаться от мошенничества. Быть финансово грамотным в наше время не только полезно, но и модно. От этого всего во многом зависит финансовое благополучие граждан, будущее наших детей, молодежи. Чтобы получить знания о мире финансов или обогатить уже имеющиеся некоторые, люди покупают всевозможные онлайн-курсы, которые, кстати, не всегда проводят настоящий профессионал. Бывает, что это простое зарабатывание денег, и на самом деле занятия не дают полезных навыков. Сегодня мы поговорим о том, как научиться управлять своими финансами совершенно бесплатно с помощью просветительских проектов Банка России. Об этом нам расскажет гость нашей студии, начальник экономического отдела отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Татьяна Дроздова. Банк России также проводит семинары и вебинары для предпринимателей, будущих инвесторов, а также для тех, кто просто хочет повысить свою финансовую грамотность. И обо всем, что касается образовательных программ Банка России, мы расскажем сегодня в нашей передаче про деньги. Финансовая грамотность – это не роскошь, а необходимость в современном мире. Она дает свободу, безопасность и возможности для реализации ваших целей. Начинать изучать принципы управления деньгами можно в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше. Помните, ваше финансовое благополучие в ваших руках, и первый шаг к нему – это образование в области личных финансов. Какие образовательные программы Банка России действуют в нашей республике и где можно зарегистрироваться и записаться на курсы? На этот и другие вопросы мы узнаем ответы в ходе беседы с гостьей нашей передачи Дроздовой Татьяной Владимировной, лектором финансового просвещения Банка России. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, наш разговор с того, что есть разные темы обучения, но есть обучение в основном это взрослого населения, правильно? Да. Вот. И взрослым, как никому, необходимо правильно ориентироваться в финансовых инструментах, финансовых продуктах и так далее. Так вот, какие есть обучающие программы для взрослых в Банке России? Для взрослого населения мы можем предложить несколько онлайн-проектов, причем это будет удобно для прохождения. Например, «Финансовый навигатор». Этот проект Банка России, он включает в себя цикл вебинаров по финансовой грамотности и также проекты по «Грамотный инвестор». То есть слушатели, которые будут участвовать в этих вебинарах, они научатся грамотно управлять своим бюджетом, научатся безопасно и правильно выбирать финансовые инструменты, которых сейчас очень большое множество на финансовом рынке, построят свою стратегию для достижения своих финансовых целей, и при этом они научатся находить выход из сложных жизненных ситуаций. А также на проектах, проект «Грамотный инвестор», он позволит разобраться в нюансах инвестиционных продуктов. Сам финансовый навигатор, этот цикл состоит из 6 занятий. Посвящены лекции как личным финансам, так и инвестициям. Этот проект у нас абсолютно бесплатен, формат онлайн и формат живого общения с экспертом Банка России. Продолжительность одного такого занятия 60 минут. Это как раз то время, за которое мы успеваем обсудить актуальные вопросы, и эксперт может ответить на вопросы слушателей прямо онлайн в эфире. Зарегистрироваться можно на сайте investor.dни-fg.ru. Этот проект у нас проходит весеннюю и осеннюю сессию. Весенняя сессия у нас длится с января по апрель, а осенняя с сентября по декабрь. Вы можете зайти и выбрать удобное время, удобную дату, зарегистрироваться, и вам придет ссылка на вашу электронную почту.
После этого в назначенный день и час вы заходите по этой ссылочке, которая вам пришла на электронную почту, участвуете в онлайн-занятии и получаете сертификат. Мгм. И получается, что в прямом эфире, например, когда идет вебинар, человек может задавать какие-то интересующие его вопросы? Да, человек может задавать вопросы, но делает он это в чате. А уже эксперт Банка России, как правило, это эксперты Банка России ведут эти занятия, они читают вопрос в чате и отвечают. В случае, если ответ не прозвучал по истечению там времени, потому что продолжительность всего 1 час, то человек получит ответ в письменном виде обязательно. Мгм. Это один из проектов у нас. И еще у нас есть проект «Дистанционный курс», который можно пройти на платформе Университета Банка России. Этот курс вообще удобен для прохождения в любое удобное время и в комфортном для себя режиме. Потому что этот курс рассчитан на взрослое население, вне зависимости от уровня подготовки. Он состоит из 9 модулей. И, знаете, уроки рассчитаны вот на население, которое на ситуации, с которыми население сталкивается в любой день, вот в обычной жизни. Там нет какой-то сложной теории, там все основано, построено на обычных ситуациях, реальных ситуациях. Он состоит из 9 модулей у нас. Каждое занятие по продолжительности от 10 до 40 минут. Во-первых, в зависимости от темы. Во-вторых, от темпа прохождения. То есть кто-то будет проходить побыстрее, кому-то потребуется времени чуть больше. Но здесь зависит от уровня подготовки человека. А в какой ситуации человек может пройти этот курс? Ну, например, назовите какой-нибудь пример, например, по ведению личных финансов. Что там может быть полезного для человека? Полезного будет для человека, например, как правильно сформировать свой бюджет и как управлять своим бюджетом. То есть мы обычно, взрослое население, взрослые люди, мы об этом не задумываемся. Мы получаем зарплату, мы тратим, и при этом мы совсем не думаем о том, у нас какой профицитный бюджет, дефицитный бюджет. Может быть, есть расходы, от которых мы могли бы отказаться. И вот как раз на этом курсе, когда его пройдешь на каких-то реальных жизненных ситуациях, на примерах, человек, может, и поймет, да, у меня тоже есть такие расходы, от которых я мог бы отказаться, и тогда мне было бы легче накопить на какую-то мою финансовую цель, и при этом не надо будет обращаться за кредитом, потому что довольно часто мы принимаем спонтанное решение, что нам нужно купить какой-то товар прямо здесь и сейчас, и мы и обращаемся за кредитом, и не всегда обдумываем последствия своего такого решения. Вот пройдя какой-то такой интерактивный курс, человек будет понимать, что есть возможность как-то накопить и немножко по-другому. Ну, я вижу еще один основной плюс, это то, что люди все-таки увидят и услышат экспертов именно Центробанка и могут задать ему один из самых важных вопросов, который сейчас всех интересует. Звонит ли сотрудник Центрального банка Российской Федерации по телефону простому человеку, чтобы сказать, что его счет там заблокирован или чтобы открыть какой-то безопасный счет и так далее. Правильно ведь? Правильно, потому что сотрудник Центрального банка Российской Федерации никогда не звонит гражданину. У нас нет безопасных счетов. И это уже надо заучить, не знаю, как мантру, наверное, потому что если вам представляются сотрудником Центрального банка и говорят про то, что нужно перевести деньги на некий безопасный счет, нужно смело класть трубку. Так, и мы переходим уже к другой возрастной категории. Это пенсионеры. Вот вы озвучили уже, что у вас есть программа и для пенсионеров в том числе. Да? Вот чем отличается обучающая программа для пенсионеров от взрослого населения? Ну, у Банка России есть программы для всех категорий населения, начиная от школьников и заканчивая старшим поколением. Для старшего поколения программы рассчитаны, чтобы помочь людям более уверенно чувствовать себя в мире финансов. Старшему поколению немножко другой подход. Там продолжительность занятий у нас поменьше, она 45 минут. Но точно так же живое общение, возможность задать эксперту вопрос в прямом эфире и получить на него ответ, прямо актуальную информацию из первых рук. Там у нас немножко другие темы. Там всего 7 тем. Но это достаточно для того, чтобы старшее поколение получило самую актуальную информацию, та, которая их интересует. Они как раз касаются у нас форм национальной валюты России, о том, как безопасно пользоваться банковскими услугами, в том числе онлайн-технологиями, как правильно выбирать финансовые инструменты, как совершать там быстрые безналичные платежи, как распоряжаться имуществом, оформить наследство. И особое внимание, конечно, у нас посвящено защите от мошенников.
Такой проект у нас называется «Онлайн-занятия для старшего поколения», либо его еще называют «Пенсион ФГ». Да, и найти его можно на одноименном сайте pensionfg.ru. Ну, можно зайти также через сайт dni-fg.ru. И на главной страничке во вкладке «Полезные ресурсы» есть ссылка и на этот ресурс тоже. Опять же, нужно зарегистрироваться. Этот проект у нас также проходит весеннюю и осеннюю сессию, то есть с января по апрель и с сентября по декабрь. Точно так же регистрируются, принимают участие и получают сертификаты. Сертификаты именные, получается, задать вопрос можно. По времени 45 минут – это комфортное время для того, чтобы усвоить материал, задать вопрос и пообщаться с экспертом. Получается, что пенсионеры могут собраться, допустим, каким-то сообществом. Они же сейчас любят собираться все вместе, там делают что-то своими руками, рукодельничают или плетут сети, делают свечи и так далее. Да? То есть сейчас пенсионеры очень активны. И вот как одним из занятий может быть как раз все вместе зарегистрироваться на сайте pensionfg.ru, да, и пройти все вместе одно занятие или сразу несколько. Да, можно подключиться группой, но тогда сертификат получит только тот организатор. И если человек заинтересован в получении именного сертификата, то нужно каждому зарегистрироваться и посмотреть. Ну, по идее, конечно, иногда групповое подключение, оно более эффективно с точки зрения, что тогда люди обсуждают какие-то моменты, они вырабатывают общее решение, иногда они могут поспорить, с чем-то они, может быть, не согласны. И тогда эффект тоже получается достаточно хороший. Конечно, рефлексия всегда полезна, и она приносит очень такой положительный результат, и впоследствии уже человек в ходе обсуждения понимает, какие он допускал ошибки и на что ему стоит обратить внимание. Вот. А библиотеки могут ли выступать такими площадками? Такими площадками могут выступать и библиотеки, и пенсионные фонды. Ну, сейчас пенсионного фонда нету, да, но есть вот социальные организации, да, которые могут также организовать этот просмотр, потому что не у каждого пенсионера, скажем так, есть ноутбук или компьютер. Абсолютно согласна. Да, проходить с телефона это не очень комфортно, все-таки это мелко и не очень удобно. Поэтому для тех людей, у которых нет, допустим, дома ноутбука, или они не могут ими пользоваться, не все у нас люди старшего поколения могут уверенно пользоваться там ноутбуком и компьютером. В таких случаях можно приходить либо в библиотеку, либо в какие-то социальные фонды и, да, прослушивать такие лекции. Ну, отлично, вот, потому что в библиотеках, вот я на 100% уверена, в том, что библиотеки представляют именно доступ к электронным ресурсам и регистрируют и на госуслугах, и предлагают разного рода услуги в сфере, вообще, в принципе, для обучения пенсионеров, цифровой грамотности и так далее. И я думаю, что вот именно такой подход и просмотра группового или персонального просмотра уроков Банка России будет очень даже неплохо. Да, у нас был опыт работы с библиотеками, и в одном из улусов республики такая практика есть, и она пользуется популярностью. Назовите этот улус. Это Ленск. Это Ленск? Да. Ничего себе. И вот они постоянно проводят. Да. Одна из библиотек. Какие молодцы. Да, очень активные сотрудники библиотеки, и они приняли наше предложение, и они проводят такие мероприятия. Вот я думаю, что сейчас наши телезрители, среди наших телезрителей тоже есть и сотрудники библиотеки. Я думаю, что принимайте опыт Ленска и проводите такие мероприятия в своих организациях. Вот, ну, мы со взрослыми понятно. Вот для взрослых вроде как все четко, ясно, все очень отлично. А что же насчет детей? Вот с 2022 года у нас введена обязательная образовательная программа ВГОС, да, это финансовая грамотность, которая внедрена в основные предметы, там, математика, обществознание, информатика и так далее, да, и проводятся еще дополнительные занятия в виде кружков. Вот. А что же предлагает Банк России? Ну, Банк России в первую очередь свой проект сделал для школьников. Наш первый проект — это онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников. Он стартовал еще в 2017 году. Конечно, с тех пор уроки уже модернизировались, разработано много новых тем, информация постоянно обновляется, там только актуальная информация.
Участвовать могут не только школьники, но и студенты колледжев и техникумов. На текущий момент у нас в онлайн-уроках 29 тем, из них это 26 тем по финансовой грамотности. Они включают и грамотное управление финансами, и выбор финансовых услуг, и страхование, и налоги, и даже про пенсии могут поговорить. Помимо этого познакомиться с основами денежного обращения, о том, как впускаются деньги. Конечно, про мошенников мы тоже не забываем. Про такую актуальную тему, как дроперство, не забываем. Есть 2 урока, посвященные этой теме, о том, как обезопасить себя и своих знакомых, друзей от дроперства. И есть 3 темы, которые посвящены профессиям. Там обучатся, как быть педагогом, бизнес-информатиком и финансистом. Темы постоянно меняются, они постоянно актуализируются. Помимо этого, сейчас у нас есть элементы геймификации. То есть для того, чтобы привлечь детей, некоторые уроки у нас с элементами геймификации. Они более эффективны, они легче воспринимаются детьми, потому что в процессе урока они участвуют в интерактивах, и они уже соревнуются в точности и правильности и в скорости своих ответов. Это повышает эффективность урока. Продолжительность таких уроков у нас, как обычный урок, 45 минут. Это живое общение с экспертом. В данном случае у нас экспертами выступают не только сотрудники Банка России, но и сотрудники кредитных организаций. Поэтому иногда бывает очень хорошо пообщаться именно с экспертом от кредитной организации, который расскажет какие-то нюансы, какие-то тонкости. Можно задать вопрос и пообщаться. Зарегистрироваться, опять же, весенняя, осенняя сессия. Ну, для школьников это, наоборот, очень удобно, потому что с января по апрель и с сентября по декабрь. Май исключен просто потому, что это самый такой активный месяц. Там и экзамены, и контрольные работы. И поэтому вот весенняя, осенняя сессия. Регистрироваться можно как руководитель. Классный руководитель может зарегистрировать и подключить весь класс, так и индивидуально. То есть ребятишки сами могут регистрироваться, и тогда они получают индивидуальные сертификаты. И сейчас вот по прохождению весенней сессии мы смотрим, что было очень много индивидуальных подключений. И дети очень активны, они стремятся ответить на вопросы. Иногда, вот, как я лектор провожу такие уроки, бывает такое, что у меня сообщения просто сыпятся, и я даже не успеваю их прочитывать, приходится все время чат листать, смотреть, потому что дети очень любят, чтобы их отметили. И они именно соревнуются в правильности, в скорости ответов. То есть это такой проект, который помогает детям узнавать что-то новое. И учителя могут его применять как дополнительный урок во внеурочной деятельности, как дополнительное занятие. А вообще этот проект дополняет школьную программу. И получается, что ребенок в свое портфолио получает сертификаты. А что в дальнейшем может дать ему, например, прохождение вот этих уроков? Может ли он поступить, не знаю, в университет Банка России? В первую очередь это дают ему знания. А когда он получает эти знания, получает навыки, умеет управлять своими рисками, своими финансами, это ему поможет в жизни, и ему легче будет учиться в университете. А получив знания, всегда можно поступить и в любой университет. Абсолютно верно. И такая помощь учителям, согласитесь, что все готово, тебе необходимо просто зарегистрировать детей на урок, собрать их, или организовать просто площадку, и провести вот вместе совместно с экспертом Банка России или любой коммерческой финансовой организации, и дети получат полезную информацию, а учитель получит 45 минут свободного времени. Но еще учитывая, что у нас дети очень хорошо разбираются в компьютере, им не составляет это труда сделать. Если для старшего поколения там возникают какие-то сложности, то здесь они, наоборот, более активно стали подключаться индивидуально. И понятно, что сейчас начались каникулы. Они уже начались, они уже будут продолжаться у нас все лето, и дети все вот прям уже погрузились в мечтание об отдыхе, да? Но есть ли какие-то занятия для детей вот именно в каникулярные дни? Банк России подумал и об этом. И у нас есть специальная программа, называется «Дол-игра. Игры по финансовой грамотности». Скачать игры можно на одноименном сайте «Дол-игра». Чем замечателен этот сайт? На нем размещены уже 11 игр. Это полный комплект игр со сценариями, со всякой атрибутикой. Есть те игры, которые нужно распечатать и провести игры среди детей, но это, как правило, на младших школьников рассчитано, там, от 6 лет. А есть игры, которые нужно просто скачать, и для этого нужен будет ноутбук, экран, проектор, для того, чтобы провести эту игру в интерактивной форме.
Никаких дополнительных знаний для того, чтобы проводить эту игру, не нужно. Комплект игр полностью включает сценарий. Педагог, методист, воспитатель скачивает эту игру, распечатывает сценарий, знакомится с ним. Там есть все ответы на все вопросы, которые в ходе игры, есть даже диалоги, которые могут возникнуть во время игры. И просто проводит это занятие. Но опять же нужно зарегистрироваться для того, чтобы скачивать информацию, чтобы она приходила на электронную почту. Никакого дорогостоящего реквизита там не требуется. То есть если требуется что-то распечатать, но это можно сделать на обычном компьютере. Мы тоже пользуемся этими играми, поэтому мы ходим с детьми, к своим детям в классы, в младшие ходим. То есть у нас родители проводят эти игры. Тоже пользуются популярностью. И по времени рассчитано, если для маленьких это где-то полчаса, потому что их очень сложно удержать их внимание, да? А для старших это примерно где-то час, ну максимум может быть полтора. Это такие игры, как финансовый квиз и своя игра. Но они очень интересны, они очень захватывают вот детей, которые постарше, они с увлечением отвечают на такие вопросы. Да. Поэтому время пролетает незаметно. И они развивают кругозор, получается, и ребенок получает в такой игровой форме очень полезную информацию. И она и усваивается лучше. Это как раз игра, она является дополнением к школьным тоже занятиям. В игровой форме всегда проще все усваивается. Но вот возникает вопрос, могут ли вожатые, не знаю, руководители детских лагерей обратиться в отделение Банка России в Республике Саха-Якутия и оставить заявку? Или они могут это все, вы отпускаете их на самотек, и вот сами проводите, сами делаете, мы не... И если у них возникают вопросы, мы всегда готовы провести методические вебинары. В прошлом году мы проводили даже мастер-классы. У нас, конечно, сейчас ресурсы ограничены, но тем не менее, если где-то группа методистов собирается, мы всегда готовы провести вебинар. Это может быть онлайн-вебинар, конечно, но лучше, когда это у нас мы офлайн проводим, и тогда мы прям проводим мастер-класс для детей и для педагогов, и после этого они уже самостоятельно работают с этими играми. Ну, по сути, если внимательно все прочитать, там никаких трудностей не возникает. Но, тем не менее, мы в помощи никогда не отказываем. Всегда можно к нам обратиться, мы всегда поможем по любому проекту. Это не зависит обязательно, это будет игра, это будет онлайн-уроки для школьников, пенсион ФГ. В любом случае к нам можно обратиться, если нет возможности, например, написать в чат. Во-первых, есть всегда поддержка. На всех сайтах у нас есть поддержка, и она 24/7 всегда отвечает. И если хочется такое более живое общение офлайн, тогда они обращаются к нам, мы помогаем. Отлично. От школьников переходим к студентам. Вот для студентов какие есть курсы, может быть, еще дополнительная образовательная программа от Банка России? Вот студентам сложнее выбрать время, да, хотя они могут, конечно, участвовать и в онлайн-уроках для школьников, там информация и для 17-18 лет тоже она рассчитана. Но у нас есть специальный проект, называется FinTrack, это проект для преподавателей и студентов. Темы меняются в зависимости от сезона. Там тоже весенняя, осенняя сессия, но от года к году и формат меняется, и темы самые актуальные, мониторятся те, которые наиболее интересуют студентов. Формат был, например, если в прошлом году это были онлайн-вебинары, живое общение, когда можно было также в прямом эфире задать вопрос эксперту, пообщаться, но они были длительные, там 40-45 минут. У студентов не всегда есть время на то, чтобы поучаствовать. Сейчас, в этом году, это были короткие ролики, которые размещаются в сообществе ВКонтакте. Их можно посмотреть, но опять же задать вопросы тоже можно специалистам, просто ответы будут уже приходить в таком формате на электронную почту. Так. Ну, теперь, ладно, вот человек захотел принять, но ему же нужно понять, какой у него уровень финансовой грамотности. Вот как его можно измерить? Можно ли измерить этот уровень финансовой грамотности? Ну, проверить себя можно всегда. Для этого у нас есть всероссийский онлайн-зачет. Он у нас проходит раз в год. Обычно это в октябрь месяц. Вот осенью будет у нас еще в этот раз. Там может свои знания проверить любой, начиная от ребятишек с детского сада, потому что это можно сделать, и до старшего поколения. Это можно проходить индивидуально. Там есть семейные зачеты, есть зачеты для школьников, например, чтобы школьники группой собрались. Можно собраться просто с семьей, и тогда вопросы рассчитаны на самых маленьких и на старшее поколение. Есть вопросы для индивидуальных предпринимателей. То есть вот пройдя этот опрос, вы получаете информацию о том, на что вы ответили правильно, на что вы не ответили неправильно. Если ответы какие-то неправильные, вам дается информация, что было не так.
То есть вы уже получаете правильную информацию актуальную, вы ее запоминаете. Чем примечательны сейчас у нас эти зачеты? Потому что там тоже вопросы ситуации. То есть там описывается какая-то ситуация, и человек должен принять решение, как поступить в этой ситуации. Так легче проверяются свои знания и легче запоминается информация, чем просто там ответить на какие-то вопросы. Абсолютно согласна. И еще мы не упомянули Олимпиаду для есть, школьников. Да, есть и Российская Олимпиада для школьников и предпринимателей. Ну, здесь ребятишки любят соревноваться. И поэтому Олимпиада дает как раз такую возможность проявить свои знания, прокачать свои навыки, понимать, как избегать рисков. И участвуя в Олимпиаде, дети получают тоже сертификаты, благодарности, занимают там первые места. И эта возможность дает им именно вот узнать что-то новое, прокачать свои знания. И здесь уже есть соревновательный такой дух, что в Олимпиаде детям интересно вот участвовать тоже. Ну, каждый год занятия, например, во Всероссийской Олимпиаде, они разные, потому что мы каждый год с моим сыном проходим именно Олимпиаду на УЧИРу, да, и ему интересно, он прям ждет, и каждый раз, вот в этом году было очень сложно. Вот прям они усложняют и усложняют, дополняется геймификация опять та же, да, дополняются какие-то современные уже ситуации, и это интересно. Ну, если проекты не менять, их просто будет неинтересно проходить, потому что так, если проект меняется, то человек может и второй раз зайти и посмотреть, и узнать какую-то новую. Ну и потом информация у нас постоянно меняется, у нас какие-то новые актуальные темы, у нас издаются новые законы, у нас меняются правила, у нас меняются услуги, предлагаются новые какие-то, что-то уходит. Поэтому вся информация, она всегда обновляется, актуализируется, ну и, соответственно, подстраивается под ту категорию, для которой она предназначена. Мы собираем обратную связь, мы понимаем, что говорят люди, как им это удобнее проходить, и учитывая всю эту обратную связь, проекты, конечно, модифицируются, улучшаются для того, чтобы это было комфортно, удобно, полезно. И все у нас курсы, это все бесплатное, поэтому можно проходить в удобное время абсолютно бесплатно, не затрачивая никакие деньги, и повышать просто свои знания, улучшать качество жизни, можно сказать. Больше знаешь, лучше себя ведешь в обычной жизни, проще принимать какие-то решения, ты не сомневаешься, не попадаешься на уловки мошенников. Большое спасибо, Татьяна Владимировна, за такое интересное интервью. До новых встреч. Финансовая грамотность – это не просто навык, это образ мышления, который позволяет вам контролировать свои деньги, а не позволять деньгам контролировать вас. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги». До новых встреч в эфире.